Бзира шамас хатыр скох телехопштра, а эфирача усара язнацойт ха пресс-центр. Ха студияча сосны дахтоп, а хунткарат унитарт на плака, амшины кофымцамч, айхабы Аслан Басария. Здравствуйте, мы работаем в студии пресс-центра Абхазского телевидения. Добрый день, коллеги. Сегодня у нас в гостях генеральный директор РУП Черноморэнерго Аслан Басария. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Бзираш за алат, чам зилан шашна иштад, ашукс час фидесну халот, абзираш за алат, что усура халак. Приступим к вопросам. Накануне в Гудаутском районе произошло возгорание чайной плантации рядом с подстанцией Дурипш. Насколько я знаю, уже пожар был локализован. Расскажите, пожалуйста, пострадало ли оборудование? И в Абхазии в последнее время чаще фиксироваться стали пожары, в том числе и лесные. Несет ли это в себе угрозу для оборудования? Энергосистема, она расположена на различных территориях Республики Абхазия. Естественно, это не всегда городская местность, это не всегда вдоль именно автодорог. Естественно, есть и горная местность, есть и сельская местность. И как раз вчера тот вопрос, который вы задаете, касалось в том числе нашего энергооборудования. В этих случаях существует система взаимодействия между Министерством по чрезвычайным ситуациям и нами. Нам сообщили о таких ситуациях. Естественно, мы обесточили 2 подстанции для проведения мероприятий именно по линии Министерства по делам чрезвычайных ситуациях. Когда пожар был локализован на этих территориях, мы дальше подали электроэнергию, и энергоснабжение было восстановлено. Спасибо большое. Перейдем к другим вопросам. Скажите, в каких районах республики нынешней зимой предвидятся основные риски с перебоем подачи электричества? Энергосистема — это единый организм. И говорить о том, что в каких-то отдельных районах могут возникать ситуации, конечно, мы можем, потому что энергоснабжение зависит от различных типов ступеней, скажем так. Есть высоковольтное оборудование, это так называемые передающие сети, есть распределительные сети. Естественно, если где-то в распределительных сетях, это уже низкий класс напряжения для энергетиков, существуют какие-то локальные проблемы, то они наращиваются в связи с увеличением нагрузок. Но та же ситуация у нас происходит и по высоковольтным сетям. И, естественно, локализовывать какую-то территорию и говорить о том, что именно на ней произойдут какие-то серьезные процессы, мы не можем. Процессы будут происходить по всей территории Абхазии. Вы знаете, зима для нас — это достаточно сложный период времени. И понятно, что возникают аварийные ситуации. Мы для этого и работаем, и в достаточно авральном режиме это происходит, для того, чтобы в минимальный период времени наши абоненты оставались без электроэнергии. Ну, наверное, один район, скажем так, большой, это даже не района касается, большая территория Республики Абхазия была под вопросом. Опять же, как вы знаете, речь идет о Бзыбской подстанции, это узловая подстанция на территории Республики Абхазия по классу напряжения 220 киловольт. Она фактически снабжает 1/3 часть Республики Абхазия, весь Гагарский район и фактически половину Гудаутского района. У нас там была большая авария. Но благодаря нашим работникам, энергетикам, в очень короткий период времени были проведены масштабнейшие работы. Они были связаны как со строительством, так и с перевозкой очень крупного трансформатора, 125 мегаватт. Порядка 200 тонн этот трансформатор только сам весит. И трансформатор временно установлен на подстанции для того, чтобы проходить пиковые зимние нагрузки. Параллельно с этим хочу вам сообщить, в том числе потребителей этих 2 районов, о том, что буквально на днях уже на территорию Абхазии заходит новый трансформатор, купленный за счет средств инвестпрограммы Российской Федерации, который впоследствии будет собран. На это у нас будет время в спокойном режиме и установлен вместо того трансформатора, который установлен на время. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Ольга Джонова, «Нужная газета». Как известно, в 2021 году Ингургэс уходит на ремонтные работы. Есть ли у вас уже какие-то договоренности, как в Абхазию будет в этот период поступать электроэнергия? Будет ли она поступать из России или из Грузии, напрямую из России или из России через Грузию? Кто будет платить за эту электроэнергию? Во сколько она обойдется? И вообще,
Что для нас это будет? При выводе в ремонт и проведении таких больших работ, как работа в туннеле, который связывает два объекта именно Ингургэс, это плотину на территории Грузии и машинный зал на территории Республики Абхазия, естественно, встает вопрос о том, что фактически весь комплекс Ингургэс не будет функционировать на этот период времени, потому что фактически останавливается подача воды в туннель. За счет этой воды, естественно, вырабатывается электроэнергия на Ингургэсе и на перепадный ГЭС. Единственная возможность, которая останется, это небольшое количество электроэнергии, которое сможет вырабатывать перепадный ГЭС посредством такого технического сооружения, как переброска. Это из русла реки Ингура. Достаточно небольшое количество воды попадать будет в водохранилище уже на территории Республики Абхазия, из которого питается перепадный ГЭС. Ну, скажем так, это 15, 20, 25 мегаватт. Для понимания, Абхазия потребляет в зимний период времени порядка 400 мегаватт. Соответственно, встает вопрос о компенсации дефицита мощности на территории Абхазии. Естественно, эти договоренности, эти переговоры лежат не в плоскости возможностей Черноморэнерго. Это уже межправительственные соглашения и договоренности. Но, как мы все знаем, любая электроэнергия, она стоит денег. Это у нас в Абхазии, скажем так, она фактически бесплатная, к сожалению. И из-за того, что нет этого понимания, в том числе у энергоснабжающей организации, достаточно большие проблемы. И возникают такие вопросы, как есть ли у нас проблемы при прохождении зимнего периода. С любой территории в большей своей массе, да, если в том числе про Россию я говорю, если подается электроэнергия, она стоит денег. И, естественно, если мы говорим о том, что нужно остановить туннель и проводить там работы приблизительно на 3,5 месяца, то при таком достаточно грубом подсчете речь идет о количестве электроэнергии в районе 700-800 миллионов киловатт-часов. 700-800 миллионов киловатт-часов можно грубо перемножать на 2,5 рубля. Это грубые подсчеты, потому что рынок электроэнергии в Российской Федерации, он непредсказуем, он меняется. Соответственно, мы будем выходить на сумму. По нашим подсчетам, ну, грубо говоря, под 2 миллиарда рублей будет обходиться этот переток. Естественно, такими ресурсами Республика Абхазия не обладает. И я так думаю, что наше правительство надеется на понимание российской стороны для того, чтобы решить этот вопрос именно в этот дефицитный период времени. Но не провести эти работы, это, как вы понимаете, риск техногенной катастрофы, и работы нужно проводить. Во всяком случае, последние принятые решения, это 2021 год, скажем так, с середины февраля, вот 3,5 месяца. Предварительные данные такие. Если что-то будет меняться, потому что это же вопрос не только договоренности, но и технического проведения этих работ, мы, конечно, будем вас информировать. Хотела спросить в дополнение. Насколько я знаю, недавно была запущена новая линия, которая как раз предусмотрена для перетока электроэнергии из Российской Федерации. Вот как вообще прошли эти работы и был ли уже какой-то тестовый переток? Спасибо тоже за вопрос. Когда у нас произошла авария на БЗИП-220 подстанции, мы, конечно, исходили из совершенно различных возможностей, как запитать наших потребителей в случае, если мы не сможем установить трансформатор, временно установить трансформатор, которого фактически у нас не было. И в этот период времени было принято решение о строительстве 110-киловольтной линии для того, чтобы соединиться с российской энергосистемой. То есть в случае чего мы могли бы принять из Российской Федерации порядка 60 мегаватт, а это фактически та же мощность того трансформатора, который вышел из строя. И, честно вам скажу, такие работы так быстро не проводятся. У нас работы это были проведены приблизительно в течение 25-30 дней. Линия введена в эксплуатацию. Речь идет не только о строительстве линии, но и об оборудовании, которое размещено на нашей подстанции уже конечной, да, на территории Республики Абхазия для обслуживания этой линии. Защиты были установлены. То есть комплекс работ был проведен. Сейчас осталось только соединиться непосредственно с линией 110 киловольт на территории Российской Федерации. Сейчас у нас проходят переговоры
В том числе задействованы наши службы силовые для решения этого вопроса, в силу того, что мы будем работать в приграничной территории. И, естественно, на приграничной территории нужны определенные разрешения. Буквально мы надеемся, что в ближайшее время эти решения будут приняты, и наши ребята проведут эту работу и перекинут, скажем так, простым языком провода через границу и соединятся с линией 110 киловольт. Но это же не решение вопроса. То есть, да, у нас получается дополнительная возможность получать мощность с территории Российской Федерации. Но встает вопрос именно перетока. И я бы, честно говоря, хотел бы остановиться именно на этой составляющей, потому что мы можем обсуждать туннель в 2021 году, мы можем говорить о том, что вот какая-то линия построена или установлен трансформатор, но мы пока еще не поговорили о самом главном. Речь идет о достаточно большом дефиците воды в водохранилище и о потреблении Республики Абхазия. Прежде чем начну говорить, хочу рассказать о том, что приток воды в Джварское водохранилище зависит от климатических условий. То есть фактически речь идет, вот часто есть у нашего населения такое понимание, что дождь прошел, значит вода наполнилась. В основной своей массе речь идет о таянии ледников, о таянии снегов. И, естественно, мы говорим о горной местности. То есть если в городе Сухум пошел дождь, это не значит, что на высоте 800 метров, 1000 метров над уровнем моря в Джваре происходят те же процессы климатические. Это первое. Второе. Вопрос не только в дождях. Дождь может очень кратковременно сказаться на притоке воды. Очень кратковременно. Речь идет о наполнении реки. И, естественно, река уже наполняет, да, бассейна реки, река уже наполняет само водохранилище. Так вот, такой критической ситуации, как невыпадение осадков в этом году, я не говорю про следующий год и про зиму, а в этом году, в начале года, не было с 1978 года. Мы считали, вот в прошлом году, прошлой зимой, мы тоже общались вместе со всеми с вами, и мы говорили о том, что очень тяжелая зима. Вот в среднем декабрь месяц у нас в секунду кубов приходило в районе 70 кубов в секунду прошлой зимой в декабре. В этом году речь идет о 20, о 23, о 25 кубах в секунду. То есть фактически на сегодняшний день выработка комплекса Ингургэс, она была, чтобы не ошибиться, я вам скажу прямо цифры, по ноябрь месяц, с января месяца по ноябрь месяц этого года выработка составила 3 миллиарда 807 миллионов киловатт-часов. В этом году. В прошлом году на данный тот же период выработка составляла 4 миллиарда 496 миллионов киловатт-часов. То есть на 687 миллионов киловатт-часов выработки было меньше уже по нашему году. Да, то есть год еще не закончен, мы говорим по ноябрь включительно. Соответственно, в связи со всеми этими моментами происходит расчет того количества электроэнергии, в котором мы нуждаемся, да, Республика Абхазия. И по нашему расчету, значит, потребление Абхазии именно декабрь и до начала апреля, до 1 апреля, порядка 780 миллионов киловатт-часов. Выработка Ингургэса и перепадная ГЭС порядка 500 миллионов киловатт-часов вместе с притоком. С тем притоком, который сегодня приходит. То есть есть расчеты по запасу воды, есть еще расчеты на основании притоков. И дефицит составляет порядка 270-280 миллионов киловатт-часов. Для сравнения, для понимания, в сутки, в зимний период времени Абхазия потребляет 8-9 миллионов киловатт-часов. То есть фактически по этим подсчетам с января месяца следующего года нам уже нужно получать переток из Российской Федерации. Если это не произойдет, ну, январь месяц мы поработаем на той воде, которая есть, и если не будет никаких перетоков, фактически воды хватит на месяц, месяц и 10 дней, месяц и 20 дней, Ингургэс остановится.
Мало того, чтобы пройти этот период времени, предположим, веерными отключениями, речь идет о том, что каждый потребитель должен оставаться без электроэнергии порядка 8 часов в сутки, и это должно продлиться 3 месяца. То есть такой сложной зимы, ну, во всяком случае, за последние 5 лет ее не было по количеству воды и по количеству электроэнергии, которую может сгенерировать наш комплекс Ингургэс. Естественно, наше правительство занимается вопросом, значит, решением этого вопроса с российской стороной. И написаны все письма, да, и идут обсуждения и так далее. Конечно же, я как энергетик имею информацию о том, что процесс идет, но очень надеемся на то, что он достаточно быстро решится, потому что если он не решится, то нам просто придется уходить в такой веер. А как вы знаете, скажем так, 8 часов в сутки без света, это не значит, что нон-стоп, да, предположим, по 2 часа, да, 2 часа у человека нет света, потом 2 часа или 3 часа ему подали, потом опять 2 часа отключили. Мы, конечно, предварительный график тоже сделали. Но вы знаете, что когда у нас происходит веерное отключение, при включении потом этого оборудования у нас обычно происходят аварии в слабых местах. Это уже на низкой стороне в распределительных сетях. И это не значит, что люди останутся только на 8 часов без света. Потому что будут происходить аварии нужно локализовывать, а аварии будут повсеместно, потому что скажем так, качество наших сетей, я думаю, уже знакомо не только журналистам, но и нашему населению. Да, там, где проведены работы, прошла реконструкция, там все в порядке. Но там, где работы не проведены, естественно, возникают эти проблемы. То есть горят трансформаторы, перегреваются провода, перегреваются соединения. Ну и второй вопрос. Для того, чтобы локализовывать эти аварии, нужно хотя бы обладать аварийным запасом. К сожалению, большому, этой зимой у нас очень сложно с аварийным запасом. Это обусловлено тем, что сложная ситуация с финансированием. Мы прекрасно понимаем, что и у государства на данный момент очень скудные ресурсы, и они нам фактически не смогли, во всяком случае, на данный момент помочь. И мы почти входим в зиму без аварийного запаса. Конечно, это не говорит о том, что сама структура Черноморэнерго не готова. Люди готовы, бригады готовы. Я думаю, что ни у кого не возникает вопроса, что мы круглосуточно имеем возможность работать и в любое время, в любых климатических условиях проводим эти работы. Но опять же, у нас должен быть материал, посредством которого мы можем проводить эти работы. Это тоже достаточно сложная проблема. Но, конечно, хочется смотреть в будущее позитивнее. Да? Мы очень надеемся на то, что Российская Федерация, как и всегда, не оставит нас в такой ситуации. И надеемся на то, что получим переток из Российской Федерации. Если мы его получим, то, конечно, мы более благоприятно пройдем зимний период времени. Но хочется все-таки добавить, почему у нас вообще происходят такие проблемы в энергосистеме. Хочу вам сказать, что такие ситуации происходят даже в благоприятных странах, в странах, у которых экономическая ситуация в разы лучше, чем у нас. И фактически я могу и перечислять, даже Москва в свое время более 10 часов сидела без электроэнергии. И это было не так давно, это было несколько лет назад. Была системная авария. Очень много стран той же Латинской Америки переживают серьезные кризисы. Даже в развитых странах происходят какие-то процессы. Но давайте не забывать о том, что столько, сколько платят за электроэнергию в Абхазии, таких цен не существует. То есть что такое цена и что такое тариф? Это те деньги, которые вкладываются в энергосистему для проведения работ, строительства новых линий, строительства подстанций и эксплуатации, правильной эксплуатации энергосистемы. По нормативам в РУП Черноморэнерго, а есть такие нормативы, по количеству линий, по количеству подстанций, по количеству подключений различных, существуют нормативы количественно, сколько человек должно обслуживать такое хозяйство. Так вот, сегодняшнее хозяйство РУП Черноморэнерго должно обслуживать порядка 4500 человек. Это по нормативам энергетическим. Сегодня в РУП Черноморэнерго работает порядка 1300 человек. Но мы что, как вы считаете, мы не понимаем это? Мы понимаем, но у нас нет возможности набирать людей. У нас нет возможности платить им заработную плату. Не говоря уже о том, что мы входим в зимний период
без аварийного запаса. Для прохождения зимнего периода, как минимум, на сегодняшний день РУП Черноморэнерго требуется порядка 60-70 миллионов рублей. Это только на устранение аварий. Поэтому возникает вопрос, то есть тариф у нас занижен, то есть таких тарифов не бывает, его не хватает для проведения этих работ. Ну, благо есть, например, там инвестпрограмма, но это точечные мероприятия. Это те мероприятия, которые определены, целевые, и мы должны именно там провести эти работы. И мы их проводим, и проводим достаточно хорошо, вы все это знаете. Но этого тоже недостаточно. Мало того, есть страны, богатые страны, где компенсируют этот тариф, государство платит, да, энергоснабжающей организации для того, чтобы она проводила эти процессы, да, реализовывала свои задачи. У нас и это не происходит. То есть требования есть, а оплаты нет. Мало того, даже такой заниженный тариф, вы знаете, как платят. Его фактически не платят. Ну, в первую очередь, физические лица, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, уточняющие вопросы есть? Собираетесь ли вы повышать цену для физических лиц на электроэнергию? И если да, насколько и когда? И как сильно сказываются на оплате льготники вообще? Насколько мне известно, Черноморэнерго проводила перерегистрацию. Сколько сейчас льготников и сколько они платят? Начнем с того, что сколько недополучает РУП Черноморэнерго именно по льготникам. У нас была проверка контрольной палаты, как вам известно, в рамках, в свое время расследование происходило, да, парламентское. После проведения этой проверки появляется отчет контрольной палаты, в котором черным по белому расписаны цифры. В год, если бы государство компенсировало бы выпадающие льготы, то есть если существует льгота, за эту льготу кто-то должен заплатить. И за это платит государство, либо та структура, которая тоже встроена в государственные институты. То есть, ну, скажем так, если это льготы по милиционерам нашим, то это Министерство там внутренних дел. Если это льготы по таможне, то это таможенный комитет. Вот такая типовая ситуация. Государство бюджетирует эти структуры, они доплачивают за льготников. То есть в год Черноморэнерго недополучает порядка 52 миллионов рублей. При этом общая дотация РУП Черноморэнерго из бюджета 15 миллионов рублей в год. Теперь скажу опять же о тарифах. Когда мы говорим, что тарифы занижены, я хочу еще раз сослаться на отчет контрольной палаты, которая опять же черным по белому пишет, что тариф занижен. Что вне экономических процессов значит, существует тариф, который есть. То есть фактически он ничем не обоснован, что он такой низкий. И хочу сослаться на документ, это аудит Министерства финансов и Министерства экономики совместный, в котором в выводах они как раз и пишут о том, что тариф занижен. Теперь, что касается поднятия этого тарифа, ну, как вы знаете, РУП Черноморэнерго не поднимает тариф. Это регулируют, значит, органы управления в Республике Абхазия, непосредственно Кабинет министров. Конечно же, мы обосновываем все эти вещи. Мы говорим о том, что при такой тарификации выполнять функции, которые возложены на энергосистему, невозможно. Мы действительно не задерживаем заработную плату. Но мы в том числе не можем заплатить, например, налог на добавленную стоимость. Мы не можем заплатить накопленные долги по внебюджетным фондам, потому что нет тарифа. Его не существует в Республике Абхазия, экономически обоснованно. Честно говоря, ну вот мы ждем, что по закону об электроэнергетике уполномоченный орган должен разработать методологию расчета тарифа. Нет нормативно-правового акта, который бы говорил бы о том, что это стоит столько. Я надеюсь на то, что в ближайшее время он появится, и либо государство должно платить за выпадающий тариф, но это будут очень большие деньги. Это будут очень большие. По самым скромным подсчетам в Черноморэнерго, значит, если мы возьмем заниженный совершенно тариф, это условно, если будет средний тариф рубль, то Черноморэнерго государству надо будет доплачивать порядка миллиарда рублей. А если это государство, да, либо рубль делает там
да, средний тариф по Абхазии. У нас сегодня средний тариф 38 копеек, из которых мы реально собираем порядка 22 копеек, если посчитать и усреднить. Если считать по науке, то речь идет приблизительно о 4 миллиардах рублей. И эти тарифы, это будет порядка 2,5 рублей, средний тариф по Абхазии, и эти тарифы будут в 2 раза ниже, чем в соседних странах. В этом случае собираемость Черноморэнерго будет порядка 4 миллиардов рублей. Но извините, пожалуйста, сегодня, если у нас по году собираемость 360-370 миллионов рублей, вот как платим и сколько этот тариф сегодня стоит, скажем так, вот такое качество электроэнергии. Мало того, вы бы не замечали бы, если бы были бы тарифы экономически обоснованные, что нужен переток, что, наверное, мы бы даже и не проводили бы пресс-конференции. Потому что в этих тарифах в том числе и заложено в случае дефицитов, да, покупать электроэнергию с соседних стран, даже если она дороже, чем твои тарифы. Чегемская правда, Анаит Гагарян. Скажите, пожалуйста, вот какие меры вы предпринимаете, чтобы изменить ситуацию? Речь о том, что, может быть, вы обсуждали восстановление малых ГЭС, может быть, обсуждали вопросы альтернативной энергии, потому что из года в год мы слышим эти проблемы. Но нужно что-то вот делать, нужно идти вперед и как-то вот развивать, может быть, малую ГЭС. Спасибо. Спасибо, Анаит. Вот гидроэлектростанция или любая электростанция. Ее кто-то должен построить, правильно? То есть на это нужны деньги. После того, как ее построят, ее нужно эксплуатировать. То есть зарплаты, да, ремонтные текущие работы и так далее, и так далее. На это тоже нужны деньги. Параллельно с этим вот кто-то построил, он хочет продать эту электроэнергию. Значит, у него надо купить эту электроэнергию для того, чтобы мы смогли довести эту электроэнергию до вас, до потребителей. Сегодня система взаимодействия с Ингургесом заключается в том, что электроэнергия, которая там производится, мы ее получаем бесплатно. Мы за нее не платим. И вы это знаете. А тот тариф, который есть, не хватает этого тарифа даже для транспортировки электроэнергии с Ингургеса до конечного потребителя. Вот о чем идет речь. И мы можем сколько угодно построить станций, но у этих станций нужно будет приобретать эту электроэнергию. Если мы не можем создать тарифы для энергоснабжающей организации, то какая целесообразность строить объекты в силу того, что у них никто не купит эту электроэнергию, и они не смогут функционировать? Мало того, любой объект, если он не совсем мини-ГЭС, да, который может там снабжать несколько домов по округе, что не решает системный вопрос для энергетики. То есть любой этот объект, он будет пользоваться нашими же сетями. А если мы не можем их нормальным образом эксплуатировать в силу заниженности тарифа, куда они пустят эту электроэнергию? Потому что у нас же есть еще одна проблема, вы о ней тоже знаете. Вот относительно недавно нам пришлось такое вот в течение 2-3 часов включать веер из-за перегруза одной из магистралей наших. Причем, если вы обращаете внимание, погода не такая лютая, как в холодную зиму, да, обычно у нас бывает. Но у нас была такая нагрузка, которой не было никогда. Это, конечно же, связано не только с увеличением потребления, но люди не экономят. Мы же все понимаем, вот оплата. Человек платит, предположим, в домохозяйстве, если у него не стоит счетчик, 400 рублей. То есть он обязан сам установить счетчик, позвать нас, мы должны его опломбировать, да, на энергоснабжающую организацию. Дальше он должен платить по счетчику. Но он этого не делает, там, раз в месяц, если даже он платит 400 рублей. А зачастую большинство даже этих 400 рублей не платят в месяц. А по факту, если мы установим у него счетчик, он будет платить 1003, если он не экономит. Но как только у него появляется счетчик, он начинает экономить. Естественно, он потребляет меньше, чем потребляет сегодня. Контролировать 108 тысяч абонентов при таких скудных, скромных ресурсах невозможно. Поэтому решением вопроса является следующее. Нужно изыскивать возможности либо увеличением тарифа, либо субсидированием этого тарифа из государства, для того, чтобы мы имели возможность проводить работы по реконструкции распределительных сетей, то есть низкой части, по установке приборов учета,
современных, которые отключаются в случае неоплаты. Да, и в этом случае у нас нагрузка снижается. Снижается нагрузка, значит, мы потребляем меньше. Если потребляем меньше, значит, в зимний период времени Ингургэс и перепадная ГЭС, что выдает то количество электроэнергии, нам будет хватать. А получается, что когда государству нужно условно закупить эту электроэнергию из Российской Федерации, ну фактически за деньги Российской Федерации, да, за деньги инвестпрограммы, мы достаточно большие деньги расходуем на переток. То есть нужен комплексный подход. Комплексный подход, государственный подход. Мы очень надеемся на то, что он будет реализован. На территории Абхазии запрещена майнинговая деятельность. Скажите, вот как обстоят вообще с этим вопросом дела сейчас? Насколько часто фиксируются вот люди, которые занимаются этим? Насколько это осложняет работу, мы знаем. Спасибо за вопрос. На самом деле на территории Абхазии не запрещен майнинг. Майнинг запрещен в сетях РУП Черноморэнерго. Хочу сфокусировать на этом внимание. Этот вид деятельности, ну, посредством него зарабатывают люди достаточно большие денежные средства. Но дело в том, что этот вид деятельности берет очень большое количество мощности энергетической. Почему этот запрет появился? Ну, понятно, что не мы этот запрет, да, ставили, потому что у нас нет таких возможностей, мы всего лишь эксплуатирующая организация, но тем не менее. Давайте вернемся к тому вееру, который был относительно недавно. Перегруз линий. Линия не выдерживает, некоторые трансформаторные подстанции не выдерживают. Естественно, мы снижаем нагрузку, чтобы все проходило в номинале. И отключаем те или иные районы. Вот мы порядка 30 мегаватт должны были отключить. При этом есть так называемые майнеры, которые расходуют большое количество электроэнергии. По нашим подсчетам, из тех майнеров, которых мы знаем, ну, они были включены, скажем так, относительно недавно, приблизительно на 15 мегаватт. 15 мегаватт. При потреблении Абхазии летом порядка 250 мегаватт потребления всей Абхазии, зимой порядка 400 мегаватт. Но я думаю, что все понимают, что это огромное количество электроэнергии. Мало того, есть майнеры, которых мы не можем обнаружить. Я думаю, про это мы тоже поговорим с вами. Вот тех, кого мы обнаружили, они на сегодняшний день отключены. Но опять же, как отключены? В некоторых местах мы можем их физически отрезать от сети. И мы уверены в том, что они не подключатся. Но в некоторых случаях они запитаны таким образом, что на этих линиях в том числе сидит население. И мы не можем их отключить по высокой стороне. Мы можем их отключить только по низкой стороне. Ночевать и дневать на этих объектах мы не можем. Это физически невозможно. И сама сеть, она не автоматизирована. То есть мы, если бы у каждого абонента, у каждого человека, у каждого юрлица, как полагается, везде были бы современные приборы учета, и мы бы видели бы это все в онлайне, да, конечно, мы бы обнаруживали бы любую нагрузку, которая увеличивается более чем там, я не знаю, там на 200, на 500 киловатт, на мегаватт. Но в силу того, что этого нет, мы их не видим. В нашей сети мы их не видим. Мы в ручном режиме их ищем. Почти Скажите, всех. А вот при обнаружении, да, таких абонентов, да, юридические меры против них какие вообще? Юридических последствий для майнеров на сегодняшний день не существует. То есть даже штраф? Не существует, но существует просто нормативная база энергетическая, вот и все. То есть мы имеем возможность что сделать? Приехать, обнаружить их, отключить, выставить им счет, чтобы они заплатили за ту потребленную электроэнергию. А в какой момент они включились, мы тоже не знаем. Естественно, это приводит иногда к конфликтным ситуациям и так далее. То есть мы не силовая структура, поймите правильно. Есть объекты, на которые нас, предположим, физически не запускают, да, наших энергетиков не запускают. Но, опять же, мы тогда обращаемся в силовые структуры для того, чтобы они оказывали содействие в этом отношении. Вот последнее время очень активно силовые структуры включились. У нас было совещание на площадке премьер-министра, где все заинтересованные стороны были. Естественно, речь шла об электроэнергетике. И очень активно включились. Мы, конечно, надеемся и на их содействие, но мы также надеемся на содействие наших граждан. Это прямо пропорциональная вещь. То есть, если гражданин видит или слышит, что где-то работает майнинг,
Вы поймите правильно, кто-то может думать о том, что мы знаем об этом, и глаза закрываем, и так далее, и так далее. Ну, давайте говорить честно, в том числе и парламентское расследование было связано с тем, что мы очень активно начали отключать майнеров. И это знают все, по сути, ну, кроме тех людей, которые с этим не соприкасались, или которые не очень интересуются этими процессами. Мы понимаем, что если мы их не отключим, мы не сможем доставить электроэнергию обычным гражданам, обычным людям. Поэтому нам тоже нужно содействие. Мы не всегда знаем, что где-то работает майнинг. То есть есть мелкие майнеры, они даже в домах, в квартирах иногда ставят. По 10 киловатт, по 15 киловатт. Ну как мы их обнаружим? Мало того, суммарно, если их взять, я думаю, что очень большое потребление. Опять же, я говорю, я думаю, потому что я не знаю. У нас бывает, что домовладения обычные мы отключаем. Я знаю, что зимой, особенно зимой, проявляется низкое напряжение в сети, и люди используют какие-то домашние стабилизаторы. Действительно, они влияют на сети в целом, увеличивают нагрузку. Это так? Да. Ну, они не и какой альтернативный вообще может быть Они способ? не нагрузку увеличивают. Вот это опять же к вопросу системному, о том, что у нас сама энергосистема не будет являться качественной, пока у нас не будет возможности ее правильно эксплуатировать. Нагрузка в сети уменьшается, то есть не нагрузка, а напряжение в сети падает именно в зимние периоды. Обычно, вы обратите внимание, да, летом, когда вроде бы кажется, что нам не особо нужно и так далее, потому что системы отопления не работают, теплые полы не работают, нагрев воды, ну, меньше мы его используем и так далее. Соответственно, меньше и нагрузка. Естественно, напряжение в сети не падает. Но когда мы входим в зимние периоды времени, мы перегружаем наши высоковольтные линии, то есть высоковольтные провода, таким простым языком, большие подстанции типа Бзиби-220, Гагры и так далее, и так далее. И в конечном итоге перегружаем распределительные сети. Перегруз на каждом уровне, он приводит к тому, что абонент получает заниженное напряжение. Если у него вся эта цепочка не сделана, у него не будет стабильного, надежного энергоснабжения. Соответственно, мы ставим дома что? Повышающий трансформатор. По сути, мы это в быту ресанта называем. Это повышающий трансформатор. То есть заходит электроэнергия, не знаю, там 170, 180, да? Он поднимает до 220. Но за счет чего этот трансформатор поднимает? Он поднимает за счет тока. Он в сеть отдает ток. Этот ток как раз и нагревает оборудование. То есть, когда ток гуляет по сети и он завышен, у нас греются даже большие трансформаторы, вот такие, как на Бзиби. Вот буквально недавно у нас там старый трансформатор стоит. Мы решили его отключить и всю мощность, значит, на большой трансформатор перекинуть. Мы не смогли, потому что токовые нагрузки были заоблачные. Он начал греться. Соответственно, мы сразу включили тот, нам нужно было там провести мероприятия определенные, мы не стали их проводить. То есть это все сказывается. И одной пресс-конференции или одной беседой рассказать о том, сколько моментов в энергосистеме, не представляется возможным. И по сути основанием для наших граждан жаловаться на электроэнергию является то, что у нас очень низкий тариф. Кроме того, что он очень низкий, мы еще и этот низкий тариф не платим. Спасибо. Впереди Новый год, все-таки хочется надеяться на лучшее, но нагрузка возрастает и в Новый год, и в праздники. Скажите, вы как-то усилили работу своих служб в новогодние праздники? И вот это последний вопрос. Вы знаете, мы каждый год перед зимой говорим о том, что структуры Черноморэнерго готовы в любое время проводить работу. Но вот буквально прошлый Новый год наш главный инженер, а как вы понимаете, главный инженер — это фактически заместитель руководителя, он встретил Новый год на линии. Простой пример. Вот это прошлый год, я вам рассказываю. Все структуры работают, и им не нужно дополнительно давать или ставить задачи быть подготовленными, потому что РУП Черноморэнерго работает как скорая помощь. Наша специфика работы в силу того, что занижен тариф, в силу того, что мы работаем вне техники безопасности. То есть в любой другой энергосистеме ночью никто работать не будет. Этого делать нельзя. Зимой на обледеневшей опоре проводить работы нельзя. Мы эти работы проводим.
в любое время, потому что у нас другого выхода нет, если мы их не проведем, наши потребители, наши граждане, в том числе и мы в домах, мы останемся без электроэнергии. Поэтому наши структуры готовы всегда. Зима, лето, осень, весна, разницы нет. У нас такая специфика работы, поэтому в этом отношении вы можете быть спокойны. Но у нас не хватает ресурсов. У нас просто не хватает ресурсов для того, чтобы более или менее достойно проходить эти периоды. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, у нас в студии был генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария. Спасибо большое, что уделили нам время. Всех с наступающим Новым годом. До встречи в эфире.